الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hvala Allahu Gospodu mirov, mir i blagosloveni našemu proroku Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ja Allah, mi sabrali se здесь, uverovali što нет Господа кроме Тебя. Уверовали, что Мухаммад был послан Тобой к нам. Я Аллах, передай ему от нас мир, салям и благословение. Аминь, Раббаль Аламин. Дорогие братья, однажды один сподвижник пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, у него проблема, печаль большая. Смотрите, какая печаль, какая проблема. Он сказал ему: «Я Расул Аллах, инна ар-раджуля юхиббу ал-каума ва ла ялхаку бихим». Ауалямма ялхаку бихим. Перевожу: «Я Расул Аллах, иногда бывает так, что человек, ар-раджуль, мужчина, может любить других, но он не на их уровень». Я уверен, у каждого была такая проблема. Я Расул Аллах, может, ар-раджулю юхиббу ал-каума ва лямма ялхак бихим. Я люблю других людей, народов, но они не на мой уровень, они выше, чем мой уровень. На самом деле, иногда видишь некоторых братьев, субханаллах, для него тахаджуд, это как, субханаллах, как будто для тебя кислород. Есть некоторые братья, обязательно садака должен платить. Есть некоторые братья, субханаллах, в день, час, 2 часа обязательно Коран. Аллах, у него был такой сосед, Бадр, помнишь его? Обязательно Коран для него, я даже его назвал родственник Корана. Халас. Понимаете, да? И, субханаллах, увидишь этих людей, клянусь Аллахом, я их люблю. Валлахи, я их люблю. Но я не на их уровень. Я помню свою бабушку, помню своего дедушка, я не на их уровень. Я не на их уровень, чтобы быть с ними в раю. И этот сподвижник тоже пришел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, переживает, говорит: «Я Расул Аллах, ар-раджулю юхиббу ал-каума, ва лямма ялхак бихим». Человек любит людей, но не на их уровень, у него нет столько деяния. Как быть мне, как быть? Сколько бы ты ни стараешься, не на их уровне. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ар-раджулю ма'ман ахабба яум ал-кияма». Человек, Аллах субхану тааля воскрешает его в судный день с теми, кого он любит. Человек, получается, иншаллах, Аллах субхану тааля, если ты любишь этих людей, иншаллах, Аллах субхану тааля тебе в судный день воскрешает вместе яб'атухум, вместе Аллах субхану тааля собирает их. Понимаете, стихи у имам Шафии говорит: «Ухиббу ас-салихина ва ласту минхум». Я люблю праведных, но я не на их уровне. Имам Шафии говорит: я люблю праведных, но я не на их уровне. Понимаете, да? Поэтому, братья мои, субханаллах, иногда смотрю, реально эта любовь ради Аллаха и на пути Аллаха, это такое великое поклонение, которое не требует ничего многого, но требует самого важного. Кто скажет? Ну, любовь как требует любви? Ладно. А? Аллаху Акбар, искренность. Здесь, субханаллах, реально, да? Здесь, между прочим, реально, сейчас ты можешь сидеть здесь, смотри, брат мой, ты можешь сидеть здесь и любить кого-нибудь из твоих братьев в Камеруне или в Нигерии. Реально есть такой. Я уверен, каждый из вас, из тех, которые были в хаджи, сколько было, просто ты стоял рядом с кем-то, стоял на тахаджуд или просто таваф делал, до сих пор ты помнишь его. Я уверен в этом, я уверен. Субханаллах. И смотрите, сподвижники, как любили друг друга, как уступили друг другу. Валлахи, я иногда, мой мозг, я не могу верить, если бы не написано. Я не мог бы верить, если бы это не написано в достоверных хадисах. Помните, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, братствовал между жителями Мекка и жителями Медины? Вы знаете, первым делом, что делал Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда приехал в Медину? Первым делом, что сделал? Он братствовал. Братствовал Абу Дарда, Сальман аль-Фариси. Братствовал, допустим, Абдурахман ибн Ауф, Саад ибн Рабия. Он сам брал себе брат Али ибн Аби Талиб и так далее. И братствовал их так, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Здесь настолько было крепкое братство, даже один из них думал, был период, если он умрет, он должен наследовать своего брата. Знаешь? Я сейчас с братом Эльдаром, братья, настолько, допустим, их братство, если думал один из них, если он умрет, наследство идет другому. Потом Аллах субхану тааля отправил аят, сказал: все, этот
вот это уже фикр, уже его нет. Уже все, ликулли джа'аля Аллаху насибом мимма тарака аль-валидайн. Аллах Субхану Тааля говорит, все, только наследство идет родственные по крови связи. И субханаллах, Аллах Субхану Тааля, братья мои, знаете, в судный день что говорит? В судный день Аллах Субханаху Тааля спрашивает: «Айна аль-мутахаббуна фи джалали». Аллах в судный день спрашивает о группе людей. Спрашивает о группе людей. Какие? Что за люди? Группа людей говорит: где те, которые любили друг друга ради меня? Аллах спрашивает в судный день: где Айрат, где Ильдар, где Мухаммад, где Мустафа, где Ахмад? Где они, которые любили друг друга ради меня? «Аль-яума удиллюхум фи зилли яума ла зилля илля зилли». Сегодня я их укрываю своей тенью, когда не будет никакой тени, кроме моей тени. Аллах, Аллах. И в другом хадисе, субханаллах, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, Аллахумма салли ва саллим аля Мухаммад ва аля али Мухаммад. Прошу прощения. Говорит, те, кто любит друг друга ради Аллаха Субханаху ва Тааля, те, кто любит друг друга ради Аллаха Субханаху ва Тааля, Аллах Субханаху ва Тааля укрывает их его тенью, когда не будет никакой тени, кроме него. Вужухухум нур. Их лицо из нура. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: ла яхафуна яума яхафун нас. Они не будут бояться, когда люди боятся. Братья мои, Аллах Субханаху ва Тааля, знаете, как назвал судный день? Яумуль фаза'иль акбар. День великого страха. День великий страха. Великого страха. Реально страшно. Реально страшно этот день. А в этот день есть группа людей, не боятся. Это кто? Те, которые любят друг друга ради Аллаха Субханаху ва Тааля. Но, братья мои, субханаллах, эта любовь, чтобы она продолжалась, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям учил нас, дал нам методику. Он сказал: «Валлади нафси биядих». По-другому: «Валлади нафсу Мухаммадин биядих». Клянусь тем, в чьих руках находится душа Мухаммада. «Ла тадхулу джанната хатта ту'мину». Не войдете в рай, не войдете в рай, не войдете в рай, пока вы не уверуете. Вы не уверуете, пока вы не полюбите друг друга. Смотри, вы не уверуете, пока не любите друг друга. Хотите, я вам покажу одну вещь, расскажу об одном вещь. Хотите? «Аля адуллукум аля шайин ин фа'альтумуху та'абабтум». Хотите, я вам покажу одну вещь. Если вы его делаете или сделаете, вы будете любить друг друга. Это что? Афшу салама байнакум. Распространите друг другу салам. Салам алейкум. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Мин хусни исламин мар». Является хороший критерий верующего. Какая? Если он салам делает тому, салам дает, салам, ассаляму алейкум, тому, кого он знает, и тому, кого он не знает. Субханаллах, однажды один ученый рассказывает, он ходил и сказал одному: ассаляму алейкум. А тот сказал ему: извините, пожалуйста, я вас не узнал. Он говорит: ассалям, братья мои, цел или суть саляма не только салям тому, кого ты знаешь. Цел саляма, чтобы мы любили друг друга и приближались к Аллаху. Говорит, не из-за этого, не из-за того, что я тебя знаю или не знаю. Суть саляма – передать его каждому мир. Представляете, Абдуллах ибн Умар что говорит? Абдуллах ибн Умар говорит: «Валлахи, я иду на рынок. Я иду на рынок и не знаю, я иду на рынок, и мне ничего не надо из рынка. Просто иду, чтобы я здоровался с людьми. Иду: ассаляму алейкум рахматуллах, ассаляму алейкум рахматуллах баракатух». Абдуллах ибн Умар идет на рынке, потому что там много людей. Ну, братья мои, представляете, если такое у нас общество. Я выхожу, вот любому: ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум. Сколько деяний написано. И представляете, как сегодняшний день наше общество. Ходим хмурыми. Вот в день, я уверен, наверное, говорим 2-3 раза максимально. Хмурыми, не трогай, я опоздал на работу, меня оштрафовали, нигде парковаться нету. Да, есть такая проблема с этим. Ну, это я только, это общая проблема. Аллаху алим еще, как с тещами, с женами, с детьми, с долгами. Ассаляму алейкум, Руслан. Вот уже 4 раза я сказал ассаляму алейкум. Ну, представляете, если так перевернется наше общество. Представляете, вот я вам скажу одно, ребята, да? Вы просто на секунду представляете, кем были арабы до ислама. Вы об этом думали? Братья мои, арабы до ислама, мыслители говорят, если 40 лет опоздал бы ислам, не было бы арабов.
Но если в ислам, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи сказал, ля такулю лау, не говорите если, да? Но здесь мыслительно, смотри, как он что хочет сказать нам. Если ислам опоздал 40 лет, арабы исчезли настолько, они убивали друг друга. Только сражались между собой. Но Аллах, субханаху ва та'аля, у него каждая вещь вовремя. Да? Вот именно это была хикма, мудрость Аллаха, субханаху ва та'аля, что в этот год, год слона, рождается пророк Мухаммад саллаллаху алейхи, и через 40 лет пойдет пророчество. Ну, представляете, если не было этих войн между арабами, да? Представляете, у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи, у него сколько было Абу Джахлев, сколько Абу Лахабов. Согласны со мной? Ну, смотрите, как они между собой воевали. Даже говорят, Аус и Хазрадж, это были два племена в Ясриб. Ясриб так назвали Мадина до ислама, ладно? Ясриб, это так назвали Мадина до ислама. Они настолько сражались, даже некоторые из их умных людей, им это уже надоело. Стали братствовать между собой, ну, дружиться, ну как быть? Аусист идет хазражи. Ну, давай закончим. И на самом деле шли в хаджи вместе, их было 6. Мудрых было очень мало. И, субханаллах, там встретились с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, первые присяга в исламе. Байят аль-Акаба аль-Уля. И было их 6. Они между собой... Помните, кто был в хаджи? Где мы стрижем, кто скажем? Где мы стрижем после Арафата? Айда же Гитлер. Один из пунктов хаджа что? Айрат, стричься. Где именно? Мина, машаллах. Айрат, что молчишь? Спать хочешь? Разбудите Айрата, пожалуйста. Вот. В Мина на самом деле сидят 6 и стрижутся. И пророк Мухаммад саллаллаху услышал, как они между собой говорят, ну когда заканчивается эта война? Когда заканчивается? И субханаллах, подошел к ним Мухаммад саллаллаху, и он им сказал, хотите, я вам расскажу наилучший путь, выход из этой войны? Я посланник Аллаха к вам. Они тут же уверовали. Субханаллах, братья мои, потом вернулся пророк Мухаммад саллаллаху в Аль-Мадина. Долгая история. Вернулся в Аль-Мадина. Братья мои, вот я вам сказал, как были арабы до ислама. Представляете, кем стали после ислама? Даже один из них, когда он кушал финик, он взял финик таким образом, не себе в рот, брату. А брат берет тому брату. Вот я уверен, некоторые из вас сидят здесь парами. Ты когда-нибудь меня, Айрат, кормил вот так в рот? Сколько лет я знаю? 15 лет есть уже, дружба? Вот видишь? Мы с тобой не... А они настолько... Братья мои, это... Сейчас нам тяжело. Честно, сейчас мне тяжело вставать и дать Айрат, попробуй. Но клянусь Аллахом, если наши сердца ощущаются, я уверен, тебе это легко делать. Аллах, я помню, однажды сидел около могилы пророка, саллаллаху алейхи. Вот это даже у меня есть ролик в Ютубе, я пустил его. И, субханаллах, сидел один рядом за мной, из Африки, плохо очень знает арабский язык. Я забыл, из какого этот. У меня там написано, из какой стороны. Сидел, субханаллах, через 20 минут мы стали очень близки. Сердца по-другому около могилы пророка, саллаллаху алейхи, по-другому в мечети пророка, саллаллаху алейхи. Через 20 минут я говорю, давай, можно я тебе буду сдать Коран? Говорит, да, конечно. Он по-арабски очень плохо понимает. Я ему сдал Аль-Имран последние 2-3 страницы. И в конце там написано в этот аят, «Алладина яктулуна аль-анбияа бигайри хак». Те, которые убивают пророков без никакой причины. Этот африканец говорит, подожди, кто убивает пророков? Видимо, он мало читает Коран. Говорит, разве есть такой народ, который убивает пророков? Говорит, да. Дальше Аллах о них говорит, кто они такие, иудеи. Он говорит, я Аллах. И субханаллах, братья мои, всего лишь прошло полчаса, этот парень стал плакать. Валлахи, стали играть таким образом, я со своими детьми так не играю. Что у кого стопа больше, твой палец длиннее, мой палец длиннее. Валлахи, сейчас мой авторитет не позволяет это делать. Но я сам потом, вот я даже сфоткал, говорю, ничего себе, у тебя твоя стопа на 1,5 раза больше, чем моя стопа. Ему на 1,5 раза больше, чем моя стопа. Ему самому стало интересно. Потом я сам спрашивал себя, ну как так я мог уступить? Ну как? Субханаллах, сидишь, настолько сердца ощущаются, брат мой. Если, валлахи, наши сердца ощущаются, это так и будет. Вот один момент, субханаллах, в сира, иногда его повторяю, я иногда не могу сдержать свои слезы. Как они любили друг друга. Вот иногда, смотри, как они и как мы любим друг друга. Даже с моими родными братьями. Вот смотри, я хочу рассказать про себя. Иногда я подхожу к маме и говорю, у мамы 7 детей, да? Я средний. Говорю, я больше всех люблю. Все аферисты я только люблю. Вот с мамой. Только меня люби. Но она, субханаллах, да? Вот смотри, это есть я, мой кровный брат. Смотри, в Бадре. Валлахи, когда я это читал, я долго плакал. В Бадре, братья мои, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в Бадре не должна была быть битва. Битва не должна была быть.
Битва в Бадре не должна... Вышли 300 людей без оружия практически. У них ничего нет. И так они бедные. Вышли забрать чего? Караван Абу Суфьян. Это их караван, их деньги. Они потому что их выгнали из Мекки. Да? Если не ошибаюсь, караван идет из Йемена. Караван идет из Йемена в Мекку. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, с некоторыми сподвижниками узнал, что караван идет, и вышли быстро его забрать. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, сказал, кто пойдет, не обязал никого. Единственная битва, где пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, не обязал никого выйти на эту битву. Субханаллах, когда вышли, Абу Суфьян был очень коварный воин. У него всегда были глаза впереди каравана на несколько метров. И он узнал его глаза Абу Суфьяна, узнал, что Мухаммад, саллаллаху алейхи, вышел забрать этот караван. И он менял весь курс и отправлял человека в Мекку, чтобы взять армию на поддержку. И пришла за пророком самая сильная арабская армия, которая была в том замане. Армия Курайша. Самая сильная. Они подготовлены наилучшим образом. Сподвижники, у них ничего нет. У сподвижников ничего нет. И сами бедные арабы были тогда они, потому что переселенцы. Знаете, сами знаете, сейчас мы сидим, альхамдулилля, мы местные. Если сюда заходит к нам кто-то переселенец, ну, у него точно ничего нет, ни дом, ни одежды, ни ничего. Ничего у него нет, понимаете, да? И, субханаллах, здесь пророк Мухаммад, когда узнал, что Абу Джахаль вышел к нему на битву. Армия готова, здесь нет готовой армии. Здесь пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, стоял среди сподвижников и стал говорить: «Аширу алейя айюханнас». Что нам делать? Там армия готова. Здесь армия не готова. Во-вторых, сподвижники, когда дали присяги пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи, дали ему присягу защищать его только в Аль-Мадина. А Бадр не Аль-Мадина. Продолжат ли? Потому что контракт между пророком и между жителями Аль-Мадина защищать его только в Аль-Мадина. Они вышли из Аль-Мадина. Имеют право здесь не защищать его. Война идет. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, стал говорить несколько раз: «Аширу алейя айюханнас». «Аширу алейя айюханнас». О, люди, расскажите, что мне делать? Скажите совет. Пророк. Представляете, сегодня, если у человека чуть-чуть он важный, он ни за что не уступает. Я все знаю, ты ничего не знаешь, кит мне надо. Есть такое, да? Высокое мнение, свой начальник, я начальник, ты дурак. Есть такое, да? Правило. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, стоит. Уже все, между ними и смертью очень мало. Советуйте мне, что делать? Субханаллах, здесь один из подвижников, знаете, что сказал? Валлах, я не подумал, что человек дойдет до такой любви, как этот человек. Знаете, что он сказал? Он сказал: «Я Расул Аллах, в Мадине остались некоторые сподвижники, они тебя любят больше, чем мы тебя любим». Я что говорю, маме? Все аферисты, я только тебя люблю. Это мой родной брат. А этот сподвижник говорит: «Я Расул Аллах, в Аль-Мадине остались некоторые сподвижники, любят тебя больше, чем мы тебя любим. Если что, может, мы подождем, чтобы они пришли на поддержку». Настолько они, субханаллах, любили, у них был хусну зан между собой. Настолько они уважали друг друга, настолько они правильно, хорошо предполагали друг другу. Субханаллах, сегодня хусну зан очень сильно страдает между мусульманами. Знаете, что такое хусну зан, или меня объяснит? Если хоть один не знает, я объясню. Хоть один, поднимайте руку. Айрат, поднимай руку. Вы не знаете, что такое хусну зан. Брат мой, это очень нужный термин. Запомните, повторите за мной. Потому что каждый раз ученому или хазрату или учителю объяснить это тяжело. Хусну зан. Объясню. Это важнейшее поклонение. На это строится наша религия. На это отношение, из-за этого отношения строится из-за этой поклонения или из-за этой, как сказать, чувства, строится наше отношение, брат. Сейчас скажу. Хусну зан, хусн от слова хорошо, правильно, позитивно, добро. Хусн. По-другому объясню. Хусну зан, это значит правильно предполагать о своем брате. Правильно предполагать о своем брате. По-другому. Если я сейчас скажу одну фразу, в этой фразе есть два ма'на, два значения. Один положительный, другой отрицательный. Хусну зан, правильно предполагать о своем брате, ты должен думать хорошо обо мне, брат мой. Да? Допустим, я зашел, не здоровался, ты должен хорошо думать, он, наверное, болеет. Ты должен найти оправдание. Он, наверное, думает о какой-то проблеме. У него, наверное, какие-то проблемы, у него долги. Хусну зан. Допустим, я сказал одно слово. Он имел в виду не ругать меня, а он хотел сказать предупредить меня. Ладно, по-другому скажу историю, чтобы вы поняли. Больше. Понял, да, этот термин? Хусну зан.
расскажу. Однажды один зашел к имаму Шафии. Этот сказал имаму Шафии, если здесь есть арабы или кто понимает арабский, ему более интересно. Этот человек сказал имаму Шафии дуа, у этого дуа два значения. Значение, чтобы ты выздоровел, второе значение, чтобы ты умер. Объясню, на самом деле, на арабском языке сами сейчас скажете, на самом деле, как хочешь, и так ты имеешь право понимать. Смотри, он зашел к имаму Шафии и сказал, я имам, кавваллаху да'фак. О имам, сейчас, как каждый как понимает, вот я сейчас буквально перевожу вам. О имам, пусть Аллах укрепляет ваш слабость. Как ты понял это, брат? О имам, пусть Аллах укрепляет твою слабость. Как ты это понял? Слабее сделать. Во, машалла, вот имейте. Айрат, как ты понял? О имам, пусть Аллах укрепляет твою слабость. Вот ты понял, уменьшит. Он знает, что он стал слабый, имам. Так вы поняли. Вот, субханаллах, имам здесь улыбнулся. Он сказал, если Аллах укрепляет мою слабость, значит я умру. А тот понял свою ошибку. О Аллах, пусть Аллах укрепляет тебя против твоей слабости. Понимаете, да? И, субханаллах, здесь, знаете, что сказал имам Шафии? Он говорит, клянусь Аллахом, даже если ты меня материл, ругал, я бы нашел тебе выход от этой ситуации, что ты не это имел в виду. Вот это хуснуззан. Вот это хуснуззан. Иногда, субханаллах, проходишь хмурый и так далее. Ага, он со мной не хочет здороваться. Он не знает, что сегодня у меня очень плохо реагировал на анестезию, сегодня пациент. Айрат понимает, да? Сегодня плохая у меня проблема. Сегодня жена вообще не в настроении, домой не пустила. Ну, у меня такое не бывает, ладно? Ну, кто его знает? Да? Поэтому, братья мои, здесь ты должен хорошо предполагать о своем брате. Однажды Усман сидит и не разговаривает. Аллах. Клянусь Аллахом, я бы хотел быть среди них. Усман сидит, не разговаривает. И прошел мимо него, Аллахума салли аля Мухаммад ва аля аля Мухаммад, Абдурахман Мауф. Абдурахман Мауф сказал Усману, ассаляму алейкум. Усман не ответил. Ассаляму алейкум, не ответил. Усман думает. И потом ушел Абдурахман Мауф к Умар ибн Хаттабу и жаловался. Он сказал, Усман мне не отвечает мой салям. Представляете, пророк Мухаммад только что сказал я, «Валлади нафсу Мухаммадин бьядих», клянусь, в чьих руках находится, клянусь тем, в чьих руках находится душа Мухаммада, не войдете в рай, пока вы не уверуете. Вы не уверуете, хотите, вам покажу одну вещь, которую, если вы скажете, вы не уверуете, пока не полюбите друг друга, хотите, вам покажу одну вещь, если его сделаете, то будете больше любить друг друга, распространите друг другу салям. Умар говорит, да, на самом деле, почему не отвечает? Он пришел, Умар, к Усману, почему ты не отвечаешь Абдурахману ибн Ауфу? Говорит, он со мной не здоровался. Я же с ним здоровался несколько раз. Он говорит, я не здоровался. И, субханаллах, Усман думал, говорит, да, ты здоровался. Говорит, о чем ты думал, почему ты не ответил? Говорит, Валлахи, я помню, однажды пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи нам рассказал хадис, есть такой дуа, Аллах его не отвернет обратно. Обязательно принимает его. И я сижу, думаю, какой дуа это был. Есть такой дуа, есть мольба, если кто-то его будет просить, этот мольба, или будут произносить этот мольба среди своих дуаев, Аллах обязательно этот дуа принимает. Здесь, субханаллах, Усман говорит, я не помню этот дуа. Сидит, понимаете, да? И загружен. Что за дуа, который Аллах, субханаху ва тааля, обязательно его принимает. Да'ватун ла турад. И, субханаллах, здесь сидел Саад ибн Аби Ваккас. Говорит, я это помню. Как это было? Оказывается, пришел один бедуин конфликтный, пришел к пророку, саллаллаху алейхи, и задал вопрос пророку, саллаллаху алейхи, и прервал разговор пророка, и пророк не сказал, что за дуа. Саад ибн Аби Ваккас, он ждал, пока закончит бедуин. И пошел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, впереди него. А Саад ибн Аби Ваккас хотел услышать, а между прочим, по сунне, братья мои, они не имели права далеко звать его. О Мухаммад, о посланник Аллаха. Такого не было обращения к пророку, саллаллаху алейхи. А Саад ибн Аби Ваккас, ему было стыдно бегать, опережать пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. Между прочим, когда Мухаммад, саллаллаху алейхи, когда ходил, как будто он спускается из горы. Широкие плечи, уверенный в себе, не такой, как некоторые ходят мертвые. Как будто он с горы спускается, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи. И Саад ибн Аби Ваккас не мог успеть за пророком, саллаллаху алейхи. И Саад ибн Аби Ваккас и не может кричать, о Мухаммад, как быть? Он хочет узнать, что за дуа. И стал так делать Саад своими стопами. И там песок, сами знаете, звука нет.
Пророк Мухаммад в конце концов услышал шум. Он разворачивался и смотрел, говорит: «Мабика я Аба Исхак». Саад ибн Аби Ваккас, его кунья Абу Исхак. Говорит: «Что с тобой, о Абу Исхак?» Говорит: «Я Расулаллах, ты нам не говорил, что за дуа». Говорит: «Это дуа пророка, моего брата, пророка Юнуса. Субханака, ла илляха илля анта, инни кунту мин адд-далимин». Здесь хочу возвращаться, братья мои, к сподвижникам, как у них был хусну зан между собой. Как они положительно, позитивно думали друг о друге. Субханаллах, сегодня, если чуть-чуть один брат тебя увидит не в таком положении, он все говорит: не, брат, я разочаровался в нем. Астагфируллах. Понимаете, да? Субханаллах, однажды ко мне обращался один пациент. Говорит: я не уважаю хазаратов. Он сам не знает, что я и в мечеть преподаю, и врач. Я говорю: что случилось? Что такое? Говорит: однажды я ходил в мечеть, я очень любил одного хазарата. И он, когда был на мимбаре, он про аскетизм такие вещи говорил, что надо вместе кушать, надо дарить друг друга, нельзя быть роскошным, так жить много, надо думать о других. Говорит: субханаллах, я ушел где-то 20 километров, я вспомнил что-то в мечеть обратно. Вернулся, и я запутал комнаты между собой. Запутал. И зашел к хазарату, к себе, он сидит, такой большой кусок мяса и кушает. Говорит: только что он такой хутба делал. Ну, субханаллах, братья мои, тоже я вам говорю, серьезно, я тоже такое мясо кушаю. В этом нет ничего харама, нет, иногда тоже про аскетизм говорю. Ну, видите, как проблема этого брата какая, что он привязал свое сердце к хазарату. Это большая ошибка. Куда мы должны привязать свое сердце, ребята? К Аллаху. Потому что ни в коем случае не привяжите свой иман ко мне, к Юсуфу хазарату, к другому. Мы ошибающиеся, не дай Аллах субхану, ты увидишь, ты разочаруешься в ислам. Реально, еще как мы ошибаемся. Понимаете, да? Но здесь проблема этого брата какая, он не делал хусну зан. Может, этот человек 3 дня не кушал. Да? Может, на самом деле только что кто-то пришел, дарил ему это мясо. Нет никого, кроме него в мечети. Нет, прямо все, я разочаровался. Я больше не уважаю никаких хазаратов. Понимаете? Это очень опасно. Субханаллах, раз мы говорим. Я недавно, субханаллах, позавчера я читал Джум'a в Пензе. И имам, муфти Пензенской области обязательно, он попросил, говорит: Мухаммад, ты имам. Я в рубашке и брюки. Говорит: обязательно, Мухаммад, ты должен ислам хазарат. Дашкин. Говорит: обязательно ты одеваешь мой камис. Есть такой камис у арабов, да, такой коричневый, черный, вокруг одежды. Реально он красивый. А ислам хазарат выше, чем я. А субханаллах, я иду, его камис, он за мной, это реально харам в исламе. Он тащится за мной. Ну, обязал мне ислам хазар. Говорит: обязательно ты будешь одевать его. Ну, я одевал его, и я забил, потому что сами знаете, дай Аллах субхану та'аля вам тоже стоят на мимбар. Когда ты идешь на мимбар, ты никого не видишь. Даже я. Любой. Когда ты думаешь, как начинать, что читать, как быть. Этот хадис, сахих, не сахих, понимаете, да? Понимаете, да? Я иду, и субхану, никого не вижу. И раз такие глаза ко мне один смотрит. Астагфируллах. Прямо, и понимаю, говорю: что я это делал? Я прямо понял, у меня какая-то ошибка. Я потом понял, что я тащу камис за собой. И, субханаллах, я поднял его. Вот здесь очень важный момент, братья. Я поднял. Ислам хазарат, смотрю на глаза ислама хазарата. Ну, ты зауродал мой камис. Уже я так тащу его вот так, понимаете, да? Уже некрасивый стал. И, субханаллах, вот я попал между двумя. И здесь на мимбар, братья мои, вот здесь, чтобы мы помогли друг другу правильно предполагать положительно. Мы должны это говорить. Я когда поднялся на мимбар, я вижу глаза, это нескольких, я знаю их, какие максималисты они. Я знаю их в хаджи, я видел их. Они, субханаллах, маленькую ошибку делаешь, все, ты выходишь из веры. Субханаллах, я на мимбаре, я сказал, мне надо это говорить. Я на мимбаре сказал: братья, я очень благодарен исламу хазарата за свою это. Камис это не мой. Я вижу, некоторые смотрят на меня. Нет, не так. Я говорю: я вижу, что некоторые видели меня, что это так харам, чтобы камис был ниже щиколоток и тащится так за собой. Это харам, это не мой камис. Мне подарил его хазарат, ислам хазарат. Субханаллах, я разговариваю и смотрю на этот брат, прямо так, он улыбнулся, он расслабился. Вот здесь это не от меня, это не моя мудрость. Здесь мудрость пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. Сколько еще до Иша? Я быстро, это обязательно, это закончим. Обязательно и закончим. Однажды пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, в пустыне ночью стоит со своей женой. Видели его 2 сподвижника сдалеко и прошли мимо. Якобы, ну, я с женой стою, какая дела другим, понимаете, да? И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, видел их сдалеко. Он сказал: идите сюда.
Ну, ты с женщиной. Он говорит, я стою со своей женой София. Они сказали, я, Расул Аллах, неужели мы будем о тебе предполагать плохо? Неужели? Он сказал, шайтан ходит в сосудах человека, как кровь. Значит, кровь в каждой клетке, значит, шайтан в каждой клетке. Чтобы шайтан потом не дал тебе думать, ага, с кем он так ночью встречается, еще пророк. Есть некоторые люди реально иногда видят, что там стоит, что делает, какие деньги чужие считает. Поэтому, дорогие братья, если ты видишь иногда, что ты попал, ничего страшного, стоишь и прямо скажешь людям свою позицию, почему ты так сделал. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين.